Абрай Алтынсарин, первый апостол народного просвещения Казахстана. Нурсултан Назарбаев. В потоке истории. В 1864 году в городе Тургае торжественно распахнулись двери школы-интерната для казахских детей. Первыми учениками были 16 мальчиков, но затем их численность стала увеличиваться. Учителем русского языка в школе служил Абрай Алтынсарин, выдающийся просветитель своего народа. Писатель, фольклорист, этнограф и общественный деятель Абрай Алтынсарин родился в 1841 году. Рано потеряв отца, мальчик воспитывался у деда, известного бия и старшины Балхужи Жанбурчина. С детства Абрай тянулся к знаниям и интересовался науками. В годы учебы в Оренбурге, познакомившись с ученым-востоковедом Григорьевым, он много времени проводил в его библиотеке. Закончив с золотой медалью 7-летнюю школу при Оренбургской пограничной комиссии, Абрай свободно владел русским, арабским, татарским и персидским языками. Прекрасно знал традиционную литературу и фольклор и при этом активно продолжал заниматься самообразованием. Его интересовала мировая литература. Затем Абрай около 3 лет работал писарем у своего деда. Он много читал, познакомился с произведениями известных русских демократов Чернышевского, Добролюбова, Герцена. Под влиянием трудов Ушинского и Каменского формируются педагогические взгляды Алтынсарина. Он убеждается в необходимости просвещения своего народа. Абрай писал: «Школы – это главные пружины образования казахов». Зная, что учебная и научная литература светского характера сосредоточены в русских школах, Абрай выступает за получение образования именно через русский язык. В 1860 году областное правление поручает 19-летнему Абраю открыть начальную школу для казахских детей в городе Тургае. Спустя 4 года учитель Алтынсарин восторженно напишет: «Взялся я горячо за учение детей. Мальчики эти за какие-то 3 месяца выучились читать и писать». Получив назначение на должность инспектора школ Тургайской области, Алтынсарин рьяно берется за дело, участвуя в создании сети учебных заведений. В Иргизском, Николаевском, Илецком и Тургайском уездах открываются 2-классные русско-казахские училища. С именем Абрая Алтынсарина связано и начало женского образования в Казахстане. Он открыл несколько школ с интернатами для девушек, в которых только в 1886 году обучались 211 учениц. Для учащихся русско-казахских школ Алтынсарин написал 2 учебных пособия: «Казахскую хрестоматию» и «Начальное руководство к обучению казахов русскому языку». Перевел на казахский язык басни Крылова и рассказы Толстого. Алтынсарин являлся действительным членом Оренбургского отдела Русского географического общества, публиковал статьи по этнографии. Все свое свободное время Абрай проводил в аулах, собирая щежре и сведения об истории и фольклоре казахского народа. Подробно исследовал погребальные и свадебные обряды, обычное право казахов младшего жуза. Многие из его произведений являются образцами классической поэзии. В то же время Абрай Алтынсарин – автор рассказов и стихотворений для детей, что позволяет его назвать основателем казахской детской литературы. В последние дни своей жизни он искренне написал: «Я не отступлюсь от коренных своих убеждений и стремления быть полезным своим сородичам, насколько хватит моих сил». Умер Абрай Алтынсарин в 1889 году. Он похоронен в родных краях на территории современной Костанайской области.